Люди в колониях живут годами и не умирают. Рамзан Кадыров вот так выступил за жесткий карантин, как внутри региона, так и между российскими субъектами федерации. Такие слова он сказал. Российские власти обеспокоены решением главы Чеченской Республики закрыть границы на въезд и выезд. Премьер-министр России Михаил Мишустин даже напомнил, что некоторые губернаторы перепутали свои полномочия с федеральными, как он выразился. Но в ответ Рамзан Кадыров главу правительства поправил. Публичный спор о методах борьбы с коронавирусом в отдельно взятом регионе России продолжается в Инстаграме и Телеграме чиновника и на лентах федеральных новостей. Фактически в Чечне приняты беспрецедентные меры карантина, сродни итальянским. И Кадыров настаивает на своей правоте, а статистика подтверждает его слова. На карте подтвержденных случаев заражения видно, что в Чечне коронавирус выявлен у 17 человек, а в соседнем Дагестане, до которого из Грозного на машине можно добраться за пару часов, уже 43. Причем это не самый большой очаг заболевания на юге России. В Краснодарском крае, например, 61 случай, а в Ставропольском 39. О своем решении закрыть границу республики Кадыров написал в Инстаграме и в Телеграме. Там сразу после видео о рейде Рамзана Кадырова и начальника штаба по противодействию COVID-19 Билала Даудова по улицам Грозного есть заявление, в котором говорится: сложившаяся обстановка требует введения более строгих карантинных мер. Я принял решение с 5 апреля приостановить движение через административную границу ЧР. Это касается всех видов транспорта. Также приостанавливаем прием и отправку поездов, отменяем авиарейсы. Чуть позже глава Чечни уточнил, что исключение делается для лиц, занятых доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. Уже сейчас в республике введен запрет на поездки машин с 8 вечера до 8 утра, фактически комендантский час. Как именно обходятся с нарушителями, понятно по кадрам, попавшим в сеть. Но 6 апреля Рамзану Кадырову пришлось публично отвечать на сигналы из Москвы. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что закрывать границы регионов недопустимо. Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватны и соответствовать реальной ситуации и мерам, которые были введены президентом и федеральным правительством. Это отметил Мишустин. В ответ Рамзан Кадыров заявил, что границы не закрывал. А еще пояснил, что вот в самолете из Москвы в Грозный прилетела больная COVID-19 женщина, пришлось изолировать более 120 человек. А в другой раз автобус из Дербента, город в Дагестане, привез пациента с симптомами. Далее цитата: «Теперь связались с водителем, но у него нет ни списка пассажиров, ни билетов, а в автобусе было еще 4 человека из Чеченской Республики». Подобные явления ставят под угрозу здоровье жителей Чечни, Дагестана и других регионов, написал Рамзан Кадыров. В Чечне нам объяснили, как работает карантин и чего, по мнению властей, им удалось добиться. На улицах у нас железный порядок, и значит, вот те басни о том, что мы там глухо перекрыли границы, они тоже не соответствуют действительности. Да, действительно идет проверка, кто откуда едет, но по федеральной трассе от Ингушской до дагестанской границы стабильно все транспортные средства передвигаются в привычном режиме. В республику пока не рекомендуется приезжать, и из республики не рекомендуется уезжать, как минимум, пока не пройдут двухнедельный карантин. Это абсолютно точно. Кроме премьера Мишустина, к Кадырову обращался и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, бывший генпрокурор России. О реакции президента России Владимира Путина пока ничего не известно. У нас в эфире гость, бывший сенатор Совета Федерации, это представительство регионов законодательной власти, а теперь адвокат, партнер Pen Paper Константин Добрынин с нами на прямой связи. Здравствуйте, Константин. Можно вам задать вопросы в обоих ипостасях, как юристу и как политику. Вот решение Кадырова, оно юридически и политически, на ваш взгляд, верное или неверное? Там есть какие-то помехи, препятствия? Добрый день, коллеги. На самом деле хороший вопрос, потому что то, что мы видим сейчас, это в определенном смысле либо зарождение какого-то нового российского федерализма, либо, наоборот, проявление того квазифедерализма, который мы строили и, наконец, построили, когда главы субъектов пытаются трактовать закон, трактовать Конституцию каким-то особым образом, понятным только им. И мы видим, как разделились все главы субъектов, да, как у нас появились главы, которые действительно себе пытаются позволять какие-то вещи, скажем так, федерально самостоятельные, самодостаточные, и
такая серая масса всех остальных, которых, я думаю, процентов, наверное, 80-90, которые, так сказать, растворились в этом кризисе, в этой пандемии, и их не видно, не слышно, за исключением каких-то глупых порой заявлений, которые вызывают смех. Что касается, Да-да. что касается юридической составляющей, то, конечно, то, что де-факто сделал Кадыров, а фактически комендантский час, это абсолютно незаконно и противоречит Конституции и федеральному законодательству. Да, то, что он назвал это де-юра, по-моему, там стоп-движение или еще что-то, это абсолютно не решение вопроса с точки зрения формы. Да? У тебя содержание нарушает закон, а не форма. Он, видите, как говорит, что да. 800 человек они передержали в карантине, из них 200 уже отпустили, то есть было зачем держать, 600 все еще в карантине. Ну, типа, Москва же должна была это сделать, он выглядит... Смотрите, я здесь попытаюсь побыть таким адвокатом Кадырова, что мне не свойственно, потому что, с одной стороны, он же действительно искренне пытается бороться с пандемией. Насколько эффективно, непонятно, но тем не менее, по крайней мере, он совершает какие-то движения политические, которые и должен совершать, по идее, губернатор, да, то есть руководитель субъекта. То есть в этом смысле, с точки зрения политика, да, на Кадырова имеет смысл посмотреть, как он работает. Ну, по цифрам, кстати, не глупые, видимо, вещи он делает, потому что в соседнем регионе больше. Вот в чем. Да, при всем при этом, что меня забавляет? Меня забавляет определенное, конечно, странное переругивание через социальные сети, через Инстаграм, через какие-то заявления премьер-министра с Кадыровым, потом генерального прокурора. Но, коллеги, давайте мы все не забывать, что если вы считаете, что глава субъекта каким-то образом нарушает федеральный закон, нарушает Конституцию, пожалуйста, у нас есть Генеральная прокуратура. Премьер обращается в Генеральную прокуратуру, например, проверки действий Кадырова на соответствие закона. Или Юрий Чайка, бывший генеральный прокурор, обращается в ту же Генеральную прокуратуру, опять же, на предмет выяснения, соответствуют ли действия Кадырова федеральному закону. Что делает дальше Генпрокуратура? Она проводит проверку и либо выносит меры прокурорского реагирования, то есть говорит, что, уважаемый Рамзан Кадыров, вы не правы. Да, вот, пожалуйста, там это, видите, представление прокурора. Или это просто подтверждает, что Кадыров и Собянин — это особенные люди в России, а другим так нельзя. Вот, собственно, и все. Это подтверждает только то, что все наши главы субъектов политики должны привыкнуть работать и пользоваться теми правовыми механизмами, которые есть. Если вас вызывает сомнение действия Кадырова, пожалуйста, двигайтесь по механизмам юридическим, которые есть. И вам скажут, вы правы или он прав. И далее эта правота будет подтверждена, и он устранит свои нарушения, если такие есть. А вот это все такое странное комментирование. Сегодня даже Песков, по-моему, комментировал. Да, Константин, это повод нашего, собственно, повод нам обсудить это в эфире. А что это было? Спасибо за то, что вы нам помогли в этом разобраться. Это действительно удивительная, конечно, история. Спасибо.